Nomad World NS представляет. На берегах Великого Енисея более 1000 лет назад зародилась и расцвела могущественная цивилизация енисейских кыргызов. В конце 7 до конца 9 века кыргызский каганат по праву считался одной из сильнейших держав Центральной Азии. Наши предки были непревзойденными мастерами небесного железа. Они ковали оружие, которому не было равных в Великой Степи. Даже в суровом климате они успешно занимались земледелием, возводя сложные оросительные каналы. Кыргызские скакуны славились своей поразительной выносливостью и высоко ценились при дворах великих императоров. Именно через земли кыргызов пролегала северная ветвь Великого Шелкового пути, открывая двери для торговли и обмена. Они обладали собственной рунической письменностью, навечно высекая свою историю в камне. Духовная жизнь народа строилась на глубоком почтении к природе. Они поклонялись Тенгриата и Умаене, считая горы и леса священными. Наследие енисейских кыргызов навсегда стало великой частью истории всего тюркского мира. Военное искусство кыргызов впечатляло своей железной дисциплиной. Войско всегда выстраивалось в строгом, неизменном боевом порядке. Мощный центр надежно удерживал строй, в то время как правое и левое крылья наносили стремительный обходный удар. Армия подчинялась строгой иерархии, десятичной системе, делясь на десятки, сотни, тысячи и тумены. В самом сердце войска находился каган, полноправный владыка и верховный военачальник. Опорой для решающего удара служила тяжелая, закованная в броню конница. Опытные полководцы вели за собой воинов, олицетворяя воинскую честь и незыблемый порядок. Битву открывали конные лучники. Они стремительно сближались, истощая силы врага на расстоянии, еще до того, как в ход шли мечи. Свист летящих стрел и огонь сеяли панику, безжалостно ломая волю противника к сопротивлению. Сражение всегда начиналось с холодного, выверенного маневра, здесь не было места безрассудной ярости. Ложное отступление зачастую было лишь частью хитроумного тактического замысла, а вовсе не признаком слабости. Ловушка захлопывалась. Врага брали в клещи, нанося сокрушительный удар с флангов, а победную точку всегда ставила тяжелая конница. Путь длиною в тысячелетия в каждом кадре. Услышь зов предков, подпишись на Nomad. Ваше Величество, армия готова, но путь опасен. Я знаю. Но наше будущее требует этого. Мы пойдем вперед.